3 февраля 2026 года прокуратура Абхазии объявила в розыск Гарри Цвишба. Кто такой Гарри Цвишба и чем он прославился? Давайте вспомним, откуда взялся этот персонаж. А взялся он на президентских выборах прямо в штабе Бадры Гунба. Не гнушался грязными технологиями и халявными, простите мой французский, заработком. В поддержку Бадры Гунба расставлял по стране дешевые кубы, по завышенной в 10 раз стоимости. До подсадных уток на встречи с избирателями запускал. Как платят на выборах, ему понравилось. Из президентских он переключился на муниципальные. Делать-то все равно больше ничего не умеет. И вот тут его и заложили коллеги по цеху после событий 5 ноября прошлого года. Но не будем голословны, лучше один раз увидеть. В архивах Аяшера завалялся фрагмент из признательных показаний Гарри Цвишба от 31 января 2025 года во время президентских выборов. Посмотрите, как он сливает своих абхазских и российских нанимателей, невзирая на их статусность. У меня есть очень-очень близкие друзья, это мои не просто друзья, это братья, это боевые товарищи в каком-то смысле слова. Я с этими людьми в Запорожской области очень много времени находился. Некоторые из них занимали высокопоставленные должности. События, которые начали происходить у нас в ноябре, еще в октябре, все это как бы, что называется, было в общем доступе. Звонили, спрашивали, интересовались, все ли хорошо, кто с заботой, кто, что называется, профессия политтехнолога. Это такая профессия, где волка ноги кормят. Они сюда часто приезжают не только по работе, тут как бы некоторые из них здесь живут, как Владленович Кириенко тоже же из Сухума. И у нас был такой разговор, что работаешь ты на выборах или не работаешь. Как ты смотришь на то, что если там условно помочь команде Бадра Гунба с технологической точки зрения. Мои старшие товарищи. Я, что называется, документацию никакую не смотрел, не видел, не знаю. Это просто мои друзья, мои братья. Знаю, что приехали, от последние визиты, когда я их встречал, приехали познакомиться с местными лидерами общественного мнения. И я был на некоторых этих встречах. Я на одной из таких встреч познакомился с Бесланом Федоровичем Эшба. Почему так важно было услышать это сейчас? Да потому как прокуратура убилась, разыскивает. А могла бы, считай, должна в администрации президента узнать и местонахождение, и телефончик. Но нет, опять демонстрирует беспомощность, как и МВД, которое не могло дозвониться. Почему не может найти, становится понятно после свидетельств Гарри Цвишба, вот уже годовой давности. Но вы себе на секундочку представьте, если Гарри Цвишба начал называть отдельных политиков, то какой список с именами и ценниками посыпался бы на нас, если бы свидетельские показания начал давать Иван Рева и его собратья? Страшно, остались бы без руководства. А так пустили в расход стрелочников Гарри Цвишба да Ахрусмыр. А заодно почистили конкуренцию к парламентским выборам, пытаясь сфабриковать обвинения общественных активистов в защите государственных интересов Абхазии.